И так почти по каждому адресу жители Альтиевского округа, которые проживают в микрорайоне за каналом, задолжали за газ десятки миллионов рублей. Речь идет о более 1300 домов. Спустя множество попыток достучаться, газовикам все же открывают двери. Но, как и следовало ожидать, проблем с долгами у этой семьи нет. То хозяин, да? Хозяин. Дальше вопрос. Откуда хожал дальше? А хозяин сам связывали, лицо счет хозяина переписали, да, оплачивают текущий. В ходе рейда сотрудники уведомляют жильцов о существующей задолженности и предлагают удобные способы оплаты. Жильцы могут на месте погасить задолженность. Злостных неплательщиков, которые подключились к сетям самовольно, отрезают от газа и предлагают заключить договор с ресурсоснабжающей организацией на месте. Для удобства курсирует микроавтобус. Это целый передвижной офис, где можно сделать ксерокс или комфортно оформить договор. Кассовые аппараты на руках, то есть человек может для удобства своего оплатить прямо у себя дома задолженность за газ. Те граждане, которые у нас не оформлены, не являются нашими абонентами, соответственно, мы с ними будем проводить работу по заключению договоров. А те, кто будут отказываться, соответственно, будем вынуждены готовить материал для подачи в правоохранительные органы и, соответственно, ограничивать подачу газа незаконным потребителям. Вот такая работа у нас вкратце намечена на сегодняшний день. Эта работа не одного дня, эта работа будет продолжаться в течение этого месяца и следующего месяца, августа. Сотрудники проводят рейд в теплое время, чтобы абоненты заранее подумали о газе в осенний и зимний сезон, который не за горами. К жителям, которые игнорируют требования газовиков и не идут на контакт, будут применяться исчерпывающие меры реагирования. Наказание незаконникам, оно там несколько статей. Это от административного до уголовного наказания. То есть люди впервые выявленные осознают свою ошибку и подадут документы, то, возможно, они отделаются небольшим штрафом административным. Если же они не поймут то, что мы до них доводим, и будут вновь подключаться незаконно к газовой сети, то есть повторные подключения уже будут более серьезные нарушения, за это будут дисквалифицированы, и материалы подготовлены будут дисквалифицироваться как хищение газа. То есть это уже будет уголовное преследование, уголовное наказание за это. Долги растут как на дрожжах, а все потому, что жильцы игнорируют просьбы газовиков до последнего, пока не отрежут от блага цивилизации. Специалисты «Газпром», «Межрегионгаз», «Назрань» призывают жителей Ингушетии оплачивать услуги своевременно и обращаться за консультацией в случае возникновения любых вопросов. Зелимхан Калуев, Али Зязиков, Магаз 24.